Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о начислении дольщикам ежегодного дохода примерно в 5% от средств, размещенных на эскроу-счетах. Согласно новым правилам долевого строительства, действующим в России с 2019 года, деньги граждан размещаются на специальных счетах, доступ к которым девелоперы получают только после передачи квартир покупателям. Проект предполагает, что доходы в виде процентов будут начисляться по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно на отдельный счет до востребования. Как отметили авторы документа, в связи с изменением правил строительства жилых домов в привилегированном положении оказались только банки, так как они не просто хранят средства дольщиков, но и используют их в своих интересах, получая определенную прибыль. Росстандарт утвердил ГОСТ для классических и раритетных автомобилей. Он устанавливает критерии для определения классических автомобилей. В частности, учитывается внешнее состояние автомобиля, интерьер и экстерьер, его техническое состояние, состояние двигателя, технических узлов и шасси. ГОСТ даже предусматривает определение эксперта, который должен будет проводить проверку машины на соответствие критериям. Таким образом, документ позволит выработать общие правила оценки олдтаймеров, чтобы впоследствии ввести для них отличные от других участников движения госномера и правила на дорогах. Это облегчит коллекционерам и простым любителям регистрацию и эксплуатацию таких машин. Кабинет министров установил новый порядок ввода в гражданский оборот препаратов для медицинского применения. Теперь вместо обязательной сертификации производители должны будут предоставлять данные в Росздравнадзор. Ввод в гражданский оборот каждой серии иммунно-биологических лекарственных препаратов будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения с учетом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации препарата. Что это значит для потребителей? По действующим ранее законам вывести на рынок новое лекарство можно было только после обязательной сертификации. Серии препаратов должны получать сертификаты соответствия в специально аккредитованных центрах. Но отмена сертификации не означает, что лекарства теперь станут низкого качества. В Росздравнадзор производитель должен будет предоставить другой документ, подтверждающий качество лекарственного препарата, а также заключение о соответствии требованиям, установленным при государственной регистрации нового лекарства. Кроме того, если препарат это впервые произведенное в России или ввезенное к нам из-за рубежа лекарство, в Росздравнадзор нужно предоставить дополнительный протокол испытания лекарства. На российском рынке труда сохраняется дефицит квалифицированных кадров. Сложнее всего работодателям найти подходящие кадры для работы в медицинской, строительной и информационной отраслях. При этом компании не видят улучшения ситуации с кадрами после начала повышения пенсионного возраста и не спешат расширять наем сотрудников старше 50 лет. Большинство российских работодателей ожидают сложностей с наймом сотрудников в 2020 году. На первом месте среди сложностей дефицит подходящих сотрудников. Также великие опасения конкуренции за персонал с другими компаниями и нереалистичные зарплатные ожидания соискателей. Отмечается, что легче всего найти квалифицированные кадры для работы в сфере продаж бытовой электроники, в финансовой и нефтегазовой отраслях, а также в логистике. Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020 года будут двухдневными, следует из утвержденного правительством производственного календаря. Так, на последней неделе 2019 года россияне выйдут на работу в понедельник 30 декабря и во вторник 31 декабря. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг 9 января и продлится до пятницы 10 января. Ранее в пресс-службе Роструда напомнили, что работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе. Кроме того, 31 декабря предшествует нерабочему праздничному дню, поэтому уйти с работы можно будет на час раньше. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.